Сегодня мне представился удивительный случай побывать в гостях у, если можно так выразиться, у старой царицынской жительницы Рахимы Башировны Амирхановой. Этот удивительный человек является прямым продолжателем, наследницей, дочерью знаменитого купца Башира Амирханова, который жил, трудился всю свою жизнь в Царицыне, а конкретно в Царицынском Форштате. Род Амирхановых – славный род. Он знаменит тем, что купец Башир Амирханов не просто трудился сам лично, который не стеснялся одеть фартук и становиться вместе рядом со своими рабочими на кожевенных заводах и работать вместе с ними, но он очень много делал для жителей Царицына. Он слыл большим меценатом в Царицыне, в Царицынском Форштате. Он занимался еще и духовностью, жизнь духовной, нравственной помощью для людей его веры, мусульман. Так на его территории, где его был дом, на территории двора была построена мечеть, о которой расскажет Рахима Башировна. На этой территории была построена медресе для мальчиков, которые изучали Коран, учились читать Коран. На территории этого двора у Башира Амирханова были огромные склады, заполненные всем необходимым, что нужно было отдать нуждающимся в праздники и в будни. Вот этой благотворительностью занимался этот удивительный гражданин, настоящий гражданин Царицына. И вот я сегодня нахожусь в гостях у его дочери, Рахимы Башировны Амирхановой, с которой мне вот посчастливилось познакомиться в тот период, когда я занималась историей Царицынского Форштата. И случай меня вот привел в гости к этой замечательной женщине. Вы только посмотрите, увидите, как она прекрасно выглядит, какая она замечательная, потрясающая женщина. А нас с ней свел ее внук Миша, который учится в педуниверситете, который однажды проходил по Рабочей Крестьянской улице, проходил мимо фотовитрины, увидел на фотографиях дом своего прадеда, пришел и сказал бабушке: «Бабушка, вот так и так, наш дедов дом там и там». Это он тоже может вам рассказать, как это случилось. И вот так потихоньку, полегоньку я познакомилась с этой женщиной. Рахима Башировна, поскольку мы с вами не просто встречаемся, а нас еще записывают на кинопленку, то, конечно, хотелось бы, чтобы поподробнее все это было освещено. И я хочу вас спросить, все-таки каков ваш род был? Что вам помнится? Что вы знаете о своем отце и вообще о своей семье? Я очень благодарна, что пришли ко мне в гости. Очень рада. Мы давно не виделись. Поэтому двойная радость на меня. Перерыв был большой. С Клавдией Ивановной особенно. Я рада познакомиться с моим новым другом Сашей, который вот сейчас присутствует, фотографирует нас. Вот у меня тоже. Разрешите, пожалуйста, мне немножко рассказать о нашей семье. Мой отец Амирханов Башир Нигматулович родился в Саратовской губернии, в селе Покаевка. Забыла, Сызранского, по-моему, уезда, точно не помню. Первый брак отца был. Брак с моей мамой, это второй был.
От первого брака у отца родились 3 сына. Их, конечно, уже нет в живых. Но род продолжился тот. И я думаю, может быть, вот следующее, если Саша будет проводить вот съемки, то поколение, вот первой семьи его отца, да, продолжите. Там очень интересные, да. Разброс даже по географии, если вот так судить. Вы знаете, наверное, городов 20 или 25, где проживают потомки моего отца. Я не буду особенно касаться, конечно, хоть мне интересно очень, но я хотела бы тогда присутствовать, когда будут снимать вот то поколение. Сейчас я коснусь нашей непосредственной семьи. У отца от 2-го брака было 5 дочерей и 1 сын. Семья была дружная. Это 3 родились до революции, дочери, мои сестры, а 3 уже родились после революции, в том числе и я. Я родилась в 1926 году. Мне было 3 годика, когда папа умер. Это в каком году было? В 1929 году отец умер. Начну немножко то, что я знаю. Значит, до революции отец занимался кожевенным производством, потом мыловарением и так далее. Выпускалась кожа разных сортов. Это я все по рассказам, конечно, говорю. Вот. Был он очень требовательный и даже жесткий. Это тоже по рассказам, потому что я его не помню. К сожалению, ни одной фотографии не сохранилось, ни отца, ни мамы. Отец очень не любил фотографироваться. Ну, видимо, и не фотографировал свою семью. Сестры мои работали. 2 на кондитерской фабрике, 1 была воспитателем детского сада. После революции, сразу коснусь, конечно, все национализировали, отобрали у отца. Все, ну, как и у всех купцов, раскулачили, да. И дома, и производство, и предприятия, ну, соответственно, и оборудование, и так далее. Но что посчастливилось, что отец не был репрессирован, и нас не коснулась ссылка, как многих коснулась. Поэтому отца оставили. Здесь, конечно, нужно благодарить народ, если можно так выразиться. Потому что отец занимался благотворительной деятельностью, помогал нуждающимся, построил мечеть. Вот Клавдия Ивановна коснулась, я сейчас тоже немножечко скажу об этой мечети. Школа была построена еще. Ну и помогал, конечно, он всем. И когда... А мечеть построена в каком месте? Мечеть была построена не на территории Клавдии Ивановны дома. Нет, потому что рядом. Ага. Рядом. Вот сейчас, где военная комендатура в городе, на улице Огарева, да. На углу. Мы ходили, Клавдия Ивановна, с вами, я показывала. Мечеть была деревянная. Не знаю, почему деревянная. Конечно, может быть, кирпичная, может быть, она и сохранила бы. А кирпичная тоже была на территории 48-й школы. Да, бывшей, там еще 2-я мечеть. Ну, я об этом буду говорить. Да. Вот, она действовала, конечно, все. Даже наши знакомые, Мулла был. Сейчас его дети, мы общаемся с ними. Я с одной из дочерей училась. Очень был грамотный мужчина, Мулла. Ну, его репрессировали, расстреляли потом. Отца я, как уже сказала, не коснулась это. Оставили нас в покое и дали ему в одном из домиков квартиру. Домов, да. Из домов. Квартиру. И вот скажите же, где были эти дома? Да, эти дома были, вот 2 дома, очень интересные и даже красивые. Не знаю, и что интересно, они сохранились
После Сталинградской битвы, да. Вы знаете, когда мы вернулись, даже окна, стекла не были выбиты из... Вернулись откуда? Сейчас скажу. Вот. И с отцом вот и вся семья проживала вот в этих двух комнатах. Большие комнаты были в одном из домиков. Дома находились на улице Огарева, дом 16. В этих двух домах потом расселили и жили 21 семья. Жили очень дружно, очень хорошо все. Отцу помогал народ, помогали даже те, кто был состоятельный. И благодаря этому мы выжили, не притесняли, мы не чувствовали даже. После даже смерти отца нас никуда не забирали, не допрашивали, ничего совершенно. Выучились, у всех были специальности. Сестра работала на кондитерской фабрике, одна кондитером, вторая сестра работала бухгалтером, третья сестра работала воспитателем детского сада. Это все было до войны? Да, это было до войны, до Сталинградской битвы? До Сталинградской битвы, да. Вот. Одна сестра у нас больная была, инвалидом, не работала она. И брат. Брат работал на Красном Октябре, на заводе «Красный Октябрь», вальцовщиком. То есть, рабочий, да. Оттуда его забирали в советскую армию. Мы провожали, и он служил на Дальнем Востоке. Там началась и война, когда с японцами он там участвовал в этой войне. Рахима Башировна, вы сказали, что вы до войны жили с отцом в одном из домов, где вот было два. Да. Два. Да. В одном из них вы жили. Да. До войны, Клавдия Ивановна, вся семья и от первого брака, и от второго брака, дети, все жили в том доме, где сейчас военная комендатура. То есть угол Огарева и Клинской. Да. Этот дом... Да, вы мне показывали, я показывала вам, в этот дом. К сожалению, Клинской улицы как таковой сейчас и нет. И она есть, и вместо этих домов, я хотела дальше сказать, но я сейчас скажу, после войны уничтожили, снесли, не знаю, зачем это нужно было. Был парадный вход, были ворота, был очень красивый фасад, все. Сейчас же во что превратили? Сделали крыльцо на улице Огарева, очень некрасивые. Ну, и рамы, конечно, поменяли не то, что были раньше красивые, очень рамы были, остекленный дом. Дальше какие-то там двери еще пробили, в общем, лишние окна. Ну, в общем, да, дом не так выглядел, он выглядел очень красиво. Нарядно. И парадный вход был со стороны Клинской, нарядный дом был. Опять эти ворота, те же, что и в том доме. Да, вот мы с вами видели парадный вход в этот дом, который сейчас прячется, не видно его. Да. А на месте этих двух домов наших красавцев, я считаю, так. И они бы очень имели сейчас хорошие бы, исторические, как памятники были бы. Архитектурные памятники. Архитектурные. Ну ладно, если бы еще выстроили что-нибудь такое красивое здание, а то поставили что, семиэтажку, серое здание, некрасивое, и так придвинули к этому дому, к военной комендатуре, что и парадного подъезда не видно ничего. Дома Амирханов почти ничего не осталось, просто будем говорить место и вот это красное здание. Да. Ну, будем надеяться, что когда-нибудь появятся денежки, и этот дом отреставрируют, и сделают этот такой красивый дом. Красивые все-таки выглядели бы те два дома, Клавдия Ивановна. Ну, вот, которые... Ну, вы же сказали, что даже фотографий не осталось. Ни одной фотографии. Вот сколько мы смотрели, связывались в архиве, в Краеведческом музее, нет нигде. Даже на телевидении у меня племянник ходил, хотели хоть у кого-нибудь. И, к сожалению, он любил фотографировать, вот племянник. И почему, как будто рок какой был, что не фотографировали эти два дома, где мы вот жили. Вы еще, Рахима Башировна, говорили, что... Рахима Башировна, я еще, насколько знаю, и из ваших рассказов, и из рассказов других старожилов, которые говорили, что купцы, в основном купцы, имея свои красивые такие особняки, как правило, имели еще изгородь, огораживали свои дома замечательными изгородями. И вы мне говорили, что вот эти дома, один из домов вот имел такую потрясающую изгородь, как в Санкт-Петербургском
у санкт-петербургских дворцов. Так это, да? Да, не совсем. В Петербурге красивее, конечно. Здесь некрасивые были, но они были надежные. И каждый вот дом, где военная комендатура, еще там пристроечка была, тоже двухэтажное здание, маленькое было, его нет сейчас, этого дома. Вот. Были ограждены дома заборами. Заборы были кирпичные, из этого же красного кирпича. И получались как будто, знаете, вот, какой-то окольцованный. Но это как мусульмане делают. Да, наверное. Они всегда свои дома высокими... И пожаробезопасность в какой-то степени, ну и, наверное, от грабежа или чего вот так. Почему-то было. Я думаю, что вот за тем, чтобы не видели, какие красивые дети у Саммер. Вот. А вот эти два дома, которые угол Огарева и Клинской, там до сих пор еще сохранил стен. Да. Стен. Это было типа колодца, понимаете, вот этот забор был типа колодца. Там, где здания, примыкали вот эти к стене, вот Ковровской улицы, высокая-высокая стена, огромная, да. Это я думаю, что вот... Как колодец был. Александр Сергеевич, наверное, сфотографирует вот эти детали, о которых вы рассказываете. Да. Эти детали построек, относящиеся к дому Амирханова. Я не знаю, разрешат ли комендатуру там вот с той стороны. Разрешат. Там и не подойти даже, правда, не помните? Мы даже не могли подойти. Башировна, а вам известно, что ваш отец еще построил мечеть, вот там, где сейчас 48-я школа? Вам про эту мечеть известно что-нибудь? Да, я слышала, Клавдия Ивановна, что мечеть была. Да, кирпичная, потому что та мечеть была деревянная. Угу. Потом поэтому она во время бомбежки и сгорела, деревянная. Небольшая мечеть. А там была основательная уже, большая. Там же еще и школа была, которую тоже отец построил. Там. Вот так. Там, где территория бывшей 48-й школы. Да. Время, Рахима Башировна, ушло вперед. Пришли грозные, тяжкие времена, годы испытаний для нашей страны, для нашего города, для Засоветинского Форштата, где вы жили мирно, дружно и красиво. Началась война, началась Сталинградская битва, и род Амирхановых тоже пережил и принял на себя все эти тяжкие муки человеческие. Вот как ваша семья выжила в этом ужасе, уже без отца? Вы сказали, что отец умер до войны в 29 году, задолго до войны. Да. Он сколько, кстати, лет прожил? Ой, много. С 49-го года рождения. 80. 80. 80. Ну вот. И вот началась война. Да. 23 августа 1942 года началась, как всем известно, в нашем городе бомбежка. Что это такое, говорить просто страшно. Нет слов, мне кажется. Столько об этом написано, и все равно еще будут писать. И невозможно этого описать. Мне было 14 лет, когда началось все это дело. Ой, хороший память. Это страшное дело, да, страшное. У нас гостила наша сестра, моя сестра старшая, которая жила в Тракторозаводском районе. Муж у нее был на фронте, у нас с 2 детьми. Старшему было 9 лет, младший только родился. Она была у нас в гостях, и слава Богу, что она осталась с нами. Если бы она попала туда, в Тракторозаводский район, то, может быть, ее бы и не было в живых. Что творилось вокруг, это страшно. Это просто страшно. Горело все буквально. Телеграфные осветительные столбы, как свечи. Конечно, была очень жаркая погода 23 августа 1942 года. Это просто невероятно. Люди бежали, неизвестно кто, куда, чего. У нас, правда, было бомбоубежище в нашем подвале. Мы все спустились туда. Конечно, давка была,
крик, шум, гам, ни электричества, ничего совершенно. А мы как раз перед самым этим делом, я была в кино, кинотеатр «Призыв» был, где торговый центр. Ходила в кино, смотрела, Антон Иванович сердится. Такой фильм. Да. И только мы пришли, мы обедали. Стол был накрыт, все сидели за столом, и началось вот это, этот ужас, да. Конечно, все мы бросили, никакой не до еды было, все побежали в подвал. В подвале мы отсидели несколько суток, ну, выходили поскольку кое-какие продукты еще были, вода, ну, уже чувствовал, что совсем плохо становится. И вдруг, вот через 3 или 4 дня, попадает в наш дом бомба. Она не взрывается, не разрывается. Она пробивает крышу, кровлю всю, 2-й этаж, и пробивает металлическую лестницу. У нас была на одном из домов металлическая лестница на 2-й этаж. Пробивает и застревает там. Вы представляете, что творилось? Народ же много было, 22 квартиры жили, 22 семьи саперов вызвали люди. Вот. И ее разминировали, или как сказать правильно, разрядили, короче говоря. Страшно было вообще заходить. Что вы думаете? Мы решили как-то выбираться. Ну, невозможно было оставаться в городе. Сестра моя вот с детьми, с 2, намеревалась пойти к себе туда, домой. Там же документы, все буквально, квартира у нее была в Тракторозаводском районе. Мы ее не пустили. Да и ее мы там не пустили, потому что уже там был фронт, все, там уже нельзя было проходить. Мы решили пробираться в Купоросное. На станции Купоросное жил мой брат сводный, младший брат, младший сын от первого брака, да. Тагир его звали, с семьей. Дошли мы до Ильшанки, дальше уже хода не было, солдаты нас не пустили, сказали, что там все. Немец уже, все, да. Нельзя было. Мы вернулись обратно сюда. Куда? Это бомбоубежище, где мы жили в домике, было занято. Мы пошли, вот где военная комендатура, там были огромные подвалы. Мы пошли туда. И сидели там до того момента, как немцы заняли наш район, нашу улицу, и стали выгонять. В сентябре месяце стали выгонять из города. Все население буквально. Слух прошел, что гонят в Германию. Этапом. Охрана была, правда, небольшая. Ну, скарб, сумки, что можем было одеть, что можем на себе нести, что могли, все забрали и пошли. Этапом. Вас гнали, будем говорить. Нас гнали, да, нас гнали. По каким улицам вот теперь бы? Вот сейчас. Вот, по каким вот по теперешним улицам? В какую сторону? Ну вот по Огарева погнали до вокзала Волгоград-2, да. Вот там. По Даргаре, да. И вышли на улицу. Старое кладбище прошли все. И вышли на Максимку и вот Калач. В сторону Калача, да. Стали советоваться, что делать. Семья наша состояла из 8 человек. Мама, вот больная сестра, 2 детей, старшей сестры моей и нас 4. Гнали столько народу, кто отставал, но, правда, не стреляли ничего солдаты. Так и оставались. А вот мелочь такая, скажем, вот мелочь. Кому-то надо, будем так, отойти в стороночку. Делали остановку. Да. А водичку попить? Вот с этим трудно было. Или ручейки какие-то. Все зависело от охраны, понимаете. От охраны. Некоторые разрешали, мимо деревень, когда проходили, то разрешали набрать воды или что-то там. Жители даже бросали куски хлеба. Да. А немцы не отбирали этот хлеб? Нет, не отбирали ничего. Не было никаких неприятностей. Вот. И мы решили, советуясь, вспомнили, что у нас родня живет в этом районе. Куда нас гонят? Ну, мимо. В район Калача. Да. По пути в Калач. Ночью охрана маленькая была. Мы решили уйти, сбежать. Это нам удалось. Пошли мы, ночью шли, куда, ничего. Никто не попадался, конечно, ничего. Но когда рассвело все, стали спрашивать,
кто проезжали, или машины, или те же беженцы шли, и что. Сначала мы пошли, где наш родственник жил, село Зёты называлось, калмыцкое село. Вот, пришли туда, нам сказали, что нет, Халиковы такие жили, там родственники. Вот, там нет. Сказали, что они в Верхнецарицынской. Село Верхнецарицынское называлось. Сейчас оно называется Степаневка, Калачевского района. Мы пошли туда. Ну, представляете, как мы шли, конечно, это страшная картина. Без еды, без всего. Да я еще не сказала, вот, когда началась бомбежка, все бросились хоть что-то из продуктов брать. Вы знаете, что у нас огромный элеватор. Он был забит зерном, все. Все бросились туда. Рожь, пшеница горела. И что интересно, не знаю, говорить или нет, отгоняли, не разрешали брать зерно. Вот так мы прибыли в это село, нашли нашу. Она мне доводится, внучатая племянница, Фатима ее звали, с семьей. У нее была ранена дочь. В Сталинграде они были, а потом приехали сюда, вот родственники их были. И они нас разместили в коридоре. Стоял уже октябрь в дворе, было холодно, конечно, все. Стоял вопрос, оставят ли нас в этом селе. Все решал староста. Сестра моя, одна, вторая, вот Фатима, ее муж, он непризывного возраста был, там был. Пошли к этому старости. Ну что, он затребовал, конечно, много, что у вас есть. Все, что у нас было. Мародер. Да, что у нас было, все отдали мы. Помню, золотые часы отца, мы их хранили. Ой-ой-ой. Отрезы там какие у нас были, все. Все отдали, нам разрешили остаться в этом селе. Мы были рады, конечно, этому. Поместили нас в овчарне, где катились овцы. Мы еще 3 семьи сталинградских. Вот там мы зимовали. Приспособились и стали зимовать. Даже, одна сестра устроилась мусор убирать там, вторая сестра взяли на немцам чистить там, на кухне, помогать. Отходы там всякие давали, все. Ну вот это зерно, то, что мы привезли, значит, мельницу там приспособили, терли, делали все, лепешки и прочее. Состряпали там мы печки, плиты, топили, знаете, чем? Бурьяном. Или катиполью. А дров же не было, там кизяков не было? Нет, ничего не было. Вот этим бурьяном мгновенно. Ну, что-то могли сварить, что-то могли обогреться, как-то все. Вот этот ужас мы пережили. До февраля? Нет. Заболела у нас первая сестра, одна, Роза. Потом мама заболела моя. Ни медицинской помощи, конечно, ничего не было совершенно. Казалось бы, тут такое несчастье и горе, а тут радость. 19 ноября 1942 года нас освободила Красная Армия, Советская армия. 19 ноября 1942 года. Это день артиллерии. Да. Контрнаступление. Вот, да. Ну, это староста, там всех этих вот говорили, что расстреляли. Все, немцев уже не было, они ночью укатили. У них там был штаб именно в этом селе Верхнецарицынский штаб немецкий стоял. В основном офицеры все были, солдат мало было, и офицерские столовые, и все. Вот. Ну, когда советская власть уже все с Красной Армией сподились, тут стали нам продукты давать немножко, переселили. Стали подкармливать немножко. Немножко, да. Вот. И переселили, землянки были выстроены немцами, хорошие землянки, углубленные. Не в самой земле, как мы в овчарне были. Нормальные были условия. Ну, там нары были, все более-менее нормально. Вот. Мы так мы жили. В землянке уже. Землянки, вот в этой уже, да, не в овчарне, да. Но болезнь прогрессировала. Первая умирает сестра.
простите, такую тяжелую тему затронули. Но если не мы, то кто? Хима Башировна, вот 30 марта если вы не расскажете года, да. вот так, то кто расскажет, да? Потому что только вы же это пережили. И вы последний, как говорится, из Магикан, кто может это все передать, рассказать поколению последующему. 30 марта 42 года умирает сестра. Похоронили ее. Новое кладбище открыли. Там была девочка похоронена и вторая могилка моей сестры. 31 марта прошло. Болела уже мама у меня, как я уже говорила, и заболела старшая самая сестра Мария. И они в один день умирают. Это самые там трудоспособные вы были? Еще до Еще кто-то постарше вас, кто с этим горем-то старшие мои сестры еще, да. Вы 3 человека. Селяне никто не помогал? Нет. Там уже не до Между этого прочим, было? жители села не равнодушны были вот к этим. Они тоже, может быть, настрадались? Да нет, я бы не сказала. Да? Жили они неплохо. Вот то есть так. горе не все были... Не тронуло их, нет, Да. не тронуло, да. Вот больше даже немцы помогали сами. В смысле пищи. Да? Да. Был такой момент, вот вообще Был это такой, интересно да. рассказать, потому что вот сейчас занимаются поисками такой информации, когда под девизом «И был один, который не стрелял», то есть не все немцы фашистами были. Я еще забыла сказать, когда мы жили в этой овчарне, вот, спускались к нам туда немцы, офицеры. Ну, конечно, страшно было. Зачем они пришли, мы испугались и прочее, да, все. Но они просто, мы даже не могли поверить своим глазам, думали, что такое, или нас выпустят и расстреляют, или еще что. Именно они остановились у нашей, овчарня длинная была такая, а раздельно было, 4 семьи жили мы. Они именно, вот вход был над нами, а вход сверху. Спускались по лестнице. То есть вы первые, кому они, да, кого сели. встретили? Деревянный там столик был сделан, состряпали мы сами эти нары и так далее. И вот они стали рассказывать и расспрашивать нас, откуда мы чего. Языке? Да, вы знаете, один говорил более-менее даже на русском языке нормально, да, а второй, то, что он не мог сказать, значит, он ему переводил, да. Вот. И сказали, что не хотели мы войны, они вот сами даже говорили. Вы знаете, принесли нам буханку хлеба. Именно почему-то нам вот дали эту буханку хлеба. Мы не могли даже поверить. Не знаю. Кого они увидели. Да. И даже Марата, вот племянника старшего, которому 9 лет было, он даже погладил по голове. Мы уж боялись, думаю, хоть бы не ударил, ничего. Но судя по ним, вот именно я до сих пор помню одного, вот второго не запомнила, этого помню. Такие доброжелательные, понимаете? Вот, кажется, враги. Да, но вселили какую-то в вас маленькую надежду. Да, надежду какую-то, что нас не убьют. Да. И не выселят. Ну, благо нас освободили рано. Видите, как мы на оккупированной территории. Но все равно считала, что на оккупированной территории. Это, между прочим, преследовалось тоже. Да, знаю. Да, я боялась, поступала в институт, например, я боялась, что кто был на оккупированной, хоть мы и детьми были и так далее. Да. Сестры даже не получили медали за оборону Сталинграда, потому что мы были на оккупированной территории. Вот так. Так, Хима Башировна, значит, вот вас вот эти мы похоронили вы, троих. И вы, ваш маленький род уже остался, да, Амирхановых, да, такой 5 человек, 5 человек, и вы в один день должны были 2 схоронить. Да, в один день 2 в одной могиле лежат. Ну, по мусульманскому обычаю вы хоронили без гробов. Да. Ну, что было уж там заворачивали. Конечно. Мы же без гробов хоронили. Да. Все. Поэтому бабушка одна была. Вы когда-нибудь на их могилах бывали? Как же, мы ездим все время. Да что вы, да. До сих пор. Оградили все. Ой, ну не плачьте, ради бога. Там сейчас 7 могил. Ваших? Нет. Наши 2.
Кладбище такое маленькое, 7 могил всего. Мусульман. Там русское село. Ага. Отдельно вот это все. Это мусульманское кладбище, вот 7 Да, могил. вот это вот все, где девочку похоронили, потом моя сестра, потом сестра и мама моя. Вот. И остальные еще. Видите, 5 человек. 7 могил. Так, и когда же вы вернулись Вот так. в Сталинград? Болела еще сестра, заболела. И тоже? Асия, да, тоже заболела. Нет, она не умерла. А Рая, сестра Рабига, она, значит, как освободили, услышали, мы освободили 2 февраля Сталинград. Она сразу же поехала туда. Пошла, вернее, пешком. 100 километров. Дошла? Дошла, да. Пришла, ну, здесь, сами представляете, что было здесь, конечно, страшно. Но уже налаживалась работа, и предприятия уже, и эти. Она нашла даже бывшую свою организацию, где находились, кондитерская фабрика, они восстанавливали все. Ей сказали, мы поможем переехать вам, переселить туда, вызволить вас, все. И вот она, значит, вернулась. А в основном она поехала зачем? Она поехала за хвоей от сосен. Потому что была цинга и тиф. Болели наши родные вот этими болезнями. Вот. И она привезла. Мы все пили, настаивали вот этот вот. И вылечили, видимо, мою сестру старшую. После Маруси осталась вот Ася. Ну и когда вы в Сталинград приехали? Вот. Это было, значит, в феврале она ездила. Так как болели все. Мы тоже немножко, конечно, болели все. И дети, и все. Представляете, Володя, это было 2 месяца. 2 месяца. Это Володя? Я вообще не... Это племянник мой, старшей сестры. А, вот как он выжил. Да, как он, которому год был. Я вообще не знаю, чем. Мы сейчас вспоминаем с Маратом, вот старшим племянником. Как он жил, что мы ели, я даже не представляю. Вот ужас какой-то. Ну вот, мы вернулись сюда в июне месяце. В июне. Сестра еще раз пошла. Ну, приехали к своему очагу. Приехали к своему очагу, а куда же еще? Да, да. Дом целый, так. Стекла целые, все буквально. Ну, это же Дом занят. Дом занят. Отделение милиции и ЗАГС. И жильцы, сотрудники милиции живут в нашей квартире, именно в нашей. Ну, мы спросили разрешения войти, посмотреть, что мебель наша вся. Трюмо, столы, стулья, сундук кованый, кровати, вот этот комод, шкаф, кухонные столы, стулья, все-все. Ну и утварь, естественно, все, наверное, было. Мы же ничего не забирали с собой, все. Вот, ну, мы сказали, что мы жильцы, это все. Как там забрать вот эти вещи? Пошли к начальнику милиции, там, сестры и прочее. Ну, брать-то было некуда, потому что мы на частной квартире заняли. Люди наживались, кто занял чужие дома, все это самое. Давайте опустим эту тему. Да, не будем об этом говорить. Все, да. И вот эту мебель долго нам не возвращали, со скандалами. И до сих пор вот я помню, как одна из жен этих начальников милиции, как она вытаскивала из комода ящики. Мне негде держать белье, она сказала. И нам вернули, ну, комод без ящиков. Да, 1 ящик только внизу остался, а это все. Вот он и сейчас цел. Вы сейчас покажете нам? Мы покажем. Все хотели в музей передать. Не, вот да, а дочка моя говорит, ни в коем случае, мама. Потом передадим когда-нибудь. Не нужно, это же память такая. Да. Все приходят, восторгаются. Да, от папы, да. от мамы, да, от Рода Амирханова. Рода Амирхановой, да. Ну, да. Музей когда-нибудь мы отдадим. Римма Башировна, да. Мы остановились на том, что вот вы вернулись из оккупации, пришли в Сталинград, пришли в свой дом, а ваш дом занят. Жить в этом доме вам нельзя, но вы как увидели, что все в доме сохранилось, вся мебель, вся утварь, все было. Но просто это все вам уже не принадлежало. Правильно я поняла? Погромче. Нет, оно принадлежало. Но вам, но нужно было как-то доказать, что это наше. Дело в том, что пришлось эту мебель отвоевывать еще, если можно так выразиться. Да.
собирать свидетелей, потому что не отдавали. Да, Там жили семьи сотрудников отделения милиции, ЗАГСа и так далее. Ну, то есть это было служебное. Ну, людям достались квартиры мебелированные. Да. Все, во-первых, у нас старинная мебель была, было шикарное трюмо от пола до низу, зеркал, сейчас таких зеркал нет. Как оно сохранилось, вообще непонятно. Мы, правда, когда уходили из дома, в бомбоубежище бежали, мы все обложили одеялами, посели и на кровать положили это. Так оно и сохранилось. Дальше были очень красивые стулья, венские так назывались, очень красивые. Был очень красивый сундук кованый, разноцветными металлическими этими музыкальный был, открываешь, когда ключом, да, музыка была. Но мы не расставались с ним. Ваш отец знал толк во всем этом, в этой красоте, да? Комод, шкафы, столы, стулья, кровати все были с этими шишками, вот с такими. Ну, в общем, настоящая купеческая семья. Купеческая семья, в полном достатке. Рахима Башировна, вот уже известно, я вас спрашивала, вы рассказали, что вы получили блестящее высшее образование в Московском вузе, учились замечательно. А первые шаги к этому образованию все-таки были еще здесь, в Царицыне, в Сталинграде. Вот там, где, да. В Сталинграде. Да, Сталинград. Уже Сталинград. Да, уже был город переименован в Сталинград. Вот сталинградские школы. Вы помните, в каких школах вы обучались? Конечно, да. Вот я думаю, что это будет интересно слушать. Интересно, конечно, да. Может быть, кто-то... С чего началось ваше образование? Образование началось. Раньше были нулевые классы. Я в нулевку пошла в 7 лет. Нулевой класс закончила. Школа была у нас напротив пожарки сейчас существующей, 106-я по номеру имени Ушинского. Извините, напротив пожарки есть двухэтажная школа музыкальная. Это сейчас она музыкальная, а была она просто школа средняя, 7-летка. Так. Я не там училась. А рядом? А рядом было деревянное здание, огромное, красивое здание, резные все эти окна, знаете, красивое такое деревянное здание. Это была начальная школа. Это угол баррикадный и вот напротив пожарки. Социалистической, да. 4 года я проучилась там. Ну, хоть 5 даже. Там сейчас потому что нулевой класс... Нет, он сгорел, это здание сгорело. Там что-то, да. Двухэтажные какие-то здания, кирпичные, да. Вот это начальная школа. Я училась. Имя носила школа? Ушинского. Вот как. Да, имени Ушинского. И тогда вы уже знали, кто такой Ушинский? Конечно. То есть вы пришли в школу, и вам рассказали, кто такой есть Ушинский, да. Ой, как хорошо. Да. Потом, после 4-классного образования, значит, стали распределять по разным школам. Вот как. Да, распределяли. То есть в 7-летку. В 7-летку нас, лично я вот попала, еще несколько человек, на улице Пугачевской была школа, двухэтажное кирпичное здание. Мы даже недавно проходили с Клавдией Ивановной, с вами вот там, да. Я, к сожалению, не знаю ни номера, не запомнила, не помню имени. Все школы имели название, просто теряюсь даже. Вот я там закончил 7 классов. Это вот та школа, которая примыкает, где находится анатомическое медицинского университета. Да, вот это здание, да. Вот, 7 классов я там закончила. Вопрос стоял 8 класс куда. Тут отстроили школу имени Пушкина. По-моему, номер 8. По-моему, номер 8. Это напротив депо, трамвайного депо в Ворошиловском районе. Это, я так полагаю, что это где-то в районе теперешней 5-й гимназии. 5-й гимназии, да. Хорошее здание все. Вот мы начали в 8 классе. Только приступили туда, и началась эвакуация, война началась, эвакуировали многих семьи. И под госпитали все большие здания были отданы под госпитали. Оставался вопрос, что же делать? В 8 классе начали учиться и не доучились. По квартирам. Еще раз. Многие не соглашались, но мы как самые-самые, мы согласились. И в нашей квартирке мы учились, 8 класс я закончила с нашим классом. У нас в нашей квартирке в этом доме. Да что вы говорите? Сколько же вас там было-то?
22 человека. В квартирке. В квартирке, в комнатке. Ну давайте назовем это не комнатка и не квартирка, а? Если 22 человека умещалось. Да, и если такая мебель была, такая трюмой, ну, комод, который... сдвигали все, ну, конечно. Сдвигали, но 22 человека. Ну, когда больше, меньше, все, не все могут приходить. Будем называть, это была у вас хорошая квартира. Мы закончили 8 класс. В этой квартире. И на том ваше образование. И на том образование мое закончилось. В Сталинграде. В Сталинграде. Началась битва сталинградская. Все. После, когда мы вернулись, после оккупации, после вот этого, мы были в селе Степаневка Калачевского района Волгоградской области. Да. Сталинградской тогда области. Когда мы вернулись в Сталинград, я продолжала учиться. Пошла в 9 класс. Школа номер 93. Это на Тулака, вот там, 93-я школа. Там я закончила среднюю школу, 9-10 вот класс. Какая. Вот это еще одна, вот одна история. История, вот, будем говорить, нашего даже образования. Вот, да, к сожалению, начальная... я писала в газету «Сталинградская правда», еще в другую газету, чтобы отозвались ученики, кто закончил, да, именно вот 93-ю школу. Никто не откликнулся. Откликнулась потом одна девушка, Аля Шохина, не мне, она увидела случайно мою сестру в транспорте, мою сестру Раю. И она по голосу, та разговаривала с кем-то, она по голосу определила, что это моя сестра, может быть даже и внешне. Ну, когда вышли они, договорились выйти на одной и той же остановке, Аля Шохина взяла номер телефона наш, и обязательно, чтобы она позвонила. Вы знаете, это не есть хорошо, да, что почему не отозвались. А ведь не отозвалась, наверняка. То была причина, что она в трауре, конечно, это уважительная причина, то у нее протезирование зубов, было вот так, все она отнекила. Я звонила, надоедала. Мне дочь сказала: мама, прекрати. Человек не хочет. Конечно, обидно. Что интересно, еще вот 10 класс мы кончали в год Победы. В 45-м году я кончала. В 1945 году. Ой, радость такая была, что, но что омрачило окончание нас, всех учащихся, и в том числе и учителей, это то, что кем-то было задумано ввести новшество, аттестат зрелости. Тогда, вот в 1945 году, мы первый год, первые открыватели получали аттестаты зрелости. Слушайте, это что-то невероятное было. Только это, а почему Клавдия Ивановна огорчила, я скажу сейчас почему. Потому что такие были строгие правила, это что-то невероятное. Я хорошо училась в школе, и многие мои друзья учились, все нормально. Допущены были все. 12 человек у нас всего было. В классе? В классе, да, 12 человек. Учились страшно, мы за Волгу ездили, дрова пилили сами, кололи, топили буржуйки. Вот в каких условиях мы 9-10 класс я кончала. А в чем я ходила? В деревянных ботинках, в деревянном ходу, ватник и из плащ-палатки юбка. Не плачьте. Если бы эта юбка сохранилась, и эти башмаки. Нет, не сохранились. Ну и что вы думаете? Первый экзамен был сочинение по русскому языку. Я писала свободную тему «Комсомол в Великой Отечественной войне». Мое сочинение даже по радио транслировали. Я 5 получила. Многие получили 2. Почему? Ну, так вот, видимо, оценивали все. И что вы говорите? Им не разрешали дальше продолжать сдавать экзамены. Их сразу отчисляли. И нас кончилось всего 6 человек из 12. Представьте, выпускной вечер со слезами на глазах. Кому нужно было это в такие тяжелые годы, в голод, в холод, в нужду, вводить эти новшества? Вот так. Ну, они потом... Нет, что новшество, оно хорошее. Ну, хорошее, но не в это время. Нет, что ребятам поставили двойки, и чтобы не дать аттестат. По математике завалили, по физике мы же сдавали 9 экзаменов. В таких тяжких условиях ребята тянулись к знаниям. Да. Ну что? Отрезали. Поступили они. Год они учились в вечерней школе, чтобы не забыть ничего. И, значит, поступили. Кто кончил университет, пединститут, кто медицинский, кто... И я всех вот их, я даже знаю по фамилиям всех, кто мы кончили. Я писала в газету, никто не откликнулся. Вот может быть, кто-нибудь,
Ну, конечно, теперь уже можно думать, что вдруг кого-то нет уже. Да, сейчас ну, уже вдруг, да. страшно, нет, Да. уже нет. Больше я не пытаюсь, Клавдия Ивановна. Да, уже в Вот таком так мы возрасте закончили, сказали. да. Мгм. Первый год я не поступила в медицинский институт, я не прошла по конкурсу. А второй год поехала в Москву. Как хорошо. Как хорошо. И это даже вот, мне кажется, даже вот с позиции, если посмотреть за ваши все страдания и муки, которые здесь пережили в нашем городе, не только вы одна, все жители, а потом вас наградила судьба обучением в Москве. Все-таки Москва, И самое главное, это же все-таки Клавдия была, Ивановна, я Держина хочу- великая была. Как бы Да. да, тоже там трудно было. очень. Вот, но все-таки... Самое трудное было то, что мои сестры, две сестрички, тянулись, учили меня. Рахима Башировна, наша встреча, такая прекрасная встреча, подходит к концу. И в заключении, конечно, трудно говорить какие-то такие Да, вот да, пафосные да, слова, да. потому что жизнь продолжается. Мгм. И подводить черту невозможно, потому что опять же Верно, жизнь да. продолжается. И вот просто маленький пунктирик мы подведем, эту маленькую черточку вот о нашей встрече, да? Да, обязательно. И в итоге, что мы можем сказать вот про вашу жизнь, про ваш род, такой блистательный, такой исторический, важный, вот вы представительница этого рода. Вот что в заключении можем сказать? Я бы сказала так, Клавдия Ивановна. Я, во-первых, благодарна тем людям, кто поднял вопрос о возвращении в бытие, или как-то даже, не знаю, как выразиться. Да, вполне. Да, Бытие, да. бытие. Чтобы вспомнить тех, кто начинал у истоков Да, нашего города, да, да. нашей области и продолжил. Именно. Я была рада, когда вот в тот раз я была у вас на вечере, где вы организовывали за Царицынский форштадт воспоминания, все, со всеми спектаклями этими. И все это возобновляется. Я до глубины души, я даже прослезилась на этом вечере, потому что это было именно трогательно. Это было хорошо, что вспомнили тех людей, кто начинал. Да. В городе, кто делал да, наш кто город, делал наш город. А их было таких 115 человек, насколько мне известно. 115, В том числе 115 купцов? не купцов, почему? Предприниматели, Все предприниматели, да. Именно-то. Теперь дальше, ну вот они были в этом, в Думе, как их называли? Депутаты. Раньше? Депутаты Да. были, да, многие очень, вот. 115, это я вычитала. Да. В том числе, может быть, входил и мой отец. Да, может Да. быть, да. Теперь, что этих меценатов знаю, чтобы знали Да. наперечет. Сейчас у нас меценаты стараются скрыть свои Да. фамилии, не говорят, пожалуйста, Да. приносят какие-то, значит, пожертвования и прочее, но только чтобы меня не трогали. Почему? Не упоминать. А почему раньше вот эти люди, Да. они афишировали, и сейчас их вспомнили? Да. И дети помнят, и жители, может быть, даже те, кто получал, например, от моего отца, Да. потомки, Да, вот да. эту, Вдруг, да, да, помнят, вот эту да. вот помощь эту материальную. И, может быть, наша вот с вами встреча Да. всколыхнет их память. Всколыхнет память, да. Да, что память возобновили вот это большое, великое дело. Да. И мне Если хотелось к тому бы- же учесть, что ведь Амирхан, как вы назвали, 115 человек. Да. 115 разыскивать, да разыскивать надо. Да, Ну, будет так. вот и Пусть пусть разыскивают. ищут, конечно, потому что где-то есть все равно Да, не может предки, быть. обязательно этих людей, Вот, знаменитых. кстати сказать, вот насчет поиска. Вот мне до того хочется найти потомки Александра Васильевича или Александра Михайловича Шлыкова, который Да. построил вот ныне казачий театр. Ну вот пока Гимназия, никто да, не отзывается да, из да. его потомков. Да много же очень, Вот, очень. да. Те же Рысины, Репниковы и прочее. Там много фамилий. Еще какой-то на Д букву, вот я забыл уже. Ну, Да. Поэтому хотелось бы пожелать сейчас молодому поколению, да. чтобы они заинтересовались этой страницей нашего края, Да. нашей. Ой, какая да, вы молодец. обязательно, Правильно. с Вот так удовольствием. да. прямо в камеру надо И сказать. Молодец. я рада, что эта встреча у нас состоялась. Хоть маленькая толика такая, что я привнесу
память о прошлом, об отце, о братьях, о сестрах, о моих, о своем роде и о себе. Я счастливый человек, я считаю, несмотря на все невзгоды, потери, войну и после и так далее, все равно я счастливый человек. Да, я радуюсь. Потому что вы продолжательница знаменитого, прекрасного рода Амирхановых. Да. Ну что, спасибо вам. Спасибо. Спасибо.